Ну что, мы продолжаем делиться самым полезным, самым актуальным, самым важным на сегодняшний день. И, впрочем, как всегда в прямом эфире нашей программы. Сегодня вместе с нами адвокат, арбитражный управляющий, специалист по борьбе с коллекторами Марат Валиуллин. Марат, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. А что, правда, среди юристов тема номер один в работе – это как раз вот борьба с коллекторами, долги у людей, кредиты. Выбивалы вот эти Немножко все. не так. Это, наверное, основной вопрос, который люди спрашивают у юристов, а юристы, наоборот, не любят на него отвечать, а наоборот пытаются людей запугать. Вот это, наверное, более актуальный, более правильный ответ на Так, ваш мы сегодня вопрос. никого запугивать не будем. Наоборот, я как раз хочу рассказать, что бояться этого совершенно не нужно, и ничего страшного в коллекторах нету. Это Вы просто что? пугалка. Подождите, первый человек, мне кажется, в мире, который говорит, коллекторов бояться не нужно. Совершенно верно. Основная позиция, почему у нас люди боятся коллекторов, это... Потому что они запугивают, пишут в подъездах всякие Это гадости. полнейшая глупость, это единичные случаи. Это фильмы, которые раньше показывают по телевизору, коллектор, антиколлектор, что по новостям кого-то раз в год, кого-то коллекторы там что-то сделали. В реальности это единичные случаи, и этого практически не существует. Закон о коллекторах работает достаточно адекватно, и в основном это сами банки, сами микрофинансовые организации запугивают людей и пытаются как бы из них выжить последнее, чтобы они отдали деньги, и люди начинают бояться коллекторов. Вообще этот вопрос для меня стал настолько актуальным, интересным. У меня из моих близких друзей тоже была такая проблема, и он мне когда сказал, если я не отдам долг, ко мне же подъедут там в масках. На черных бобиках. Да, нет, с масками, с автоматами вынесут у меня все из дома. Я говорю, кто приедет, в какой дом, с какими автоматами? Ну что, он не прав, скажите? Это нереально. То есть в реальности коллекторы этого сделать не могут. Я Это обыкновенные на всякий сотрудники случай, Марат банка. Валиуллин, он не коллектор. Он человек, который от них, по сути, защищает, если такая необходимость есть. Он адвокат. Конечно же, максимум, что могут сделать коллекторы, это звонить и требовать, и то не более 2 раз в неделю, напоминать человеку, соответственно. Вот тут я вас сразу подловил. У меня, значит, какая-то ошибка произошла. У меня есть второй номер телефона, и туда мне постоянно названивают коллекторы, просят какую-то Ирину. Я ее знать не знаю, я просил миллион раз, чтобы мне не звонили. Тем не менее. Вот как раз я хотел рассказать основная ошибка. Когда у человека есть банковские кредиты, он настолько начинает бояться коллекторских служб, взысканий, что его там чуть не зарежут, убьют, он идет всеми любимые микрозаймы и начинает брать кредиты на кредиты, кредиты на кредиты. И обращаясь в вот эти микрозаймовые организации, ну, вот так называемые остановки, которые стоят вот, около остановок, киоски около остановок, он набирает брать вот эти 5-10 тысяч рублей. Там колоссальные проценты. И вот как раз вот такие маленькие компании действуют незаконно. Они начинают нарушать закон и начинают выбивать из людей деньги любыми способами. И в первую очередь это звонки. Люди всегда боятся. Самый лучший пример, я вам тоже могу рассказать. Я веду свой блог, и мне женщина в блоге написала. Благодаря вашим звонкам, вашим рассказам, я наконец-то вернулась домой. Позваниваете, да, по ночам? Нет, я вернулась домой. Я, говорит, неделю не жила дома. Я боялась, что ко мне кто-то приедет и что-то у меня отберет. Не бывает такого. Я как раз хочу об этом всегда сказать. Многие путают что? Многие путают службу судебных приставов. Это федеральная служба, ну, примерно образно, на что-то образно полиции, и они исполняют решение суда. И действительно, судебные приставы, ну, они действуют вообще в рамках закона, они вправе прийти к должнику и описать имущество. Но это делается исключительно уже в соответствии с законом. Если коллекторы названивают больше, чем 2 раза в неделю, если они приходят домой, караулят тебя, но вы уже сказали, что это единичный случай, что делать в таком случае? Полиция? Нет, как раз это ошибка. Нужно писать жалобу в службу судебных приставов. Прекрасно. Хорошо, мы вот начали с коллекторов, но желательно вообще до них не доводить. И, соответственно, не делать так, чтобы у тебя были кредиты. Но жизнь такая сложная штука. Кредиты набрали, нечем платить. Что делать? Первое, не бояться.
боязнь, страх коллекторов как раз провоцирует на то, банки начинают звонить и говорят, срочно погасите, прочее, 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 прочее. Нельзя брать кредит для погашения следующего кредита. Это золотое правило, потому это что часто, да, встречающаяся у тема. меня есть клиенты, которые набирали по 30 микрозаймов, чтобы погасить кредит на кредиты. То есть 30 микрозаймов организаций. И поверьте, это не единичный случай, таких случаев просто десятки. И там действительно возникают очень сложные ситуации, и погасить эти займы делается просто нельзя. То есть это мой совет. Микрозаймы — это вот как бы последняя ступень, и брать один микрозайм для погашения второго — это категорически неверная экономическая позиция. Ну что делать тогда? Первое, не бояться. Есть очень достаточно много возможностей, что можно сделать, противостоять коллекторам, что можно сделать в этом случае. Просто в течение 5 минут я это рассказать просто физически не могу. Процедура банкротства, она входит в перечень решений проблемы? Нечем оплачивать кредит. Да, процедура банкротства, она, конечно же, входит, но у нас возникает две ситуации. Первое, тот, кто может пройти процедуру банкротства, он начинает бояться обман со стороны юристов и не идет на эту процедуру банкротства. То есть Какой тут может обман? Я не буду вам рассказывать про это. Таких случаев очень много. Это недобросовестные юристы. Я вам скажу не так. У меня да? возникает такое ощущение, что порядка 50% юридических фирм, особенно в городе Москве, как раз и обманывают своих клиентов. Это очень-очень популярная вещь. Мы в Уфе. У нас в Уфе насколько часто встречается такое? Очень часто то же самое. То есть это Так есть... вы этим не практикуете? Нет, Марат Валиуллин. Марат Валиуллин, адвокат. Нет, я этим не занимаюсь, то есть, наоборот, я веду свои дела добросовестно, но такие случаи есть, потому что процедура банкротства очень долгая, длительная и очень сложная. Идет порядка года, и люди вообще не понимают, что это от такое. какой суммы можно заявить, что это банкрот? Заявить в суд от 500 тысяч. Есть еще так называемая упрощенная процедура, она от 50 тысяч. Там вариаций очень и очень много. Для этого необходимо, если есть такой вопрос, обращаться к специалисту. Он уже точно может сказать, как сделать и что сделать. Ну и такой вопрос. Действительно ли должнику должны оставлять прожиточный минимум? Вот это тоже очень популярный вопрос. И многие считают, что судебные приставы, то есть производя взыскание, должны должнику оставлять минимальный прожиточный минимум. В реальности на сегодняшний день это не так. До копейки все могут забирать? До 50%. То есть зарплаты могут вычитать у должника до 50%. Если зарплата действительно очень маленькая или пенсия очень маленькая, приставу можно написать ходатайство уменьшить этот процент до 20%. Но могу всех обрадовать должников, надеюсь, что не вас лично. Нет. Алла согласна, как говорится. Да, надеюсь, что не вас лично, что с 1 февраля следующего года, как раз президент недавно подписал закон, прямо на днях, что пристав будет обязан в любом случае оставлять должнику прожиточный минимум. То есть при взыскании. То есть человек, вне зависимости, сколько он должен, ему прожиточный минимум 12 700 плюс деньги на детей будут оставлять в любом случае. Но это будет действовать только с 1 февраля. Следующего года. Следующего года. Я знаю самый простой способ не влезать в долги, не быть никому должной, не ждать, не сидеть вот так вот и не думать, сейчас ко мне придут коллекторы, мне названивают. Просто не брать кредиты. Вот какая умная Лилька-то у нас тут села. А сейчас кто-нибудь смотрит нас с как семерыми жить-то по без лавкам? кредитов? Сейчас кто-то смотрит, наверное, и говорит, не вот она сидит там. Я скажу не так, Умничает, это очень сложно сделать, когда у нас с утра до вечера по телевизору говорят, возьми кредиты, это легко, это просто, без процентов. Но действительно очень и очень сложно не взять, скажем так, соблазн очень большой. Ну, собственно, если есть вопросы, вы говорите, что вы ведете свой блог Марат Валиуллин в Инстаграме, вам можно задать вопросы. Да, конечно же, я на все вопросы всегда с удовольствием отвечаю. Ой, спасибо вам огромное. Я осталась при своем мнении, я не беру кредит, а ты как хочешь, так и живи. Не, я тоже не беру. Но я просто понимаю, что есть люди, которым вот, никак по-другому. Главное, не усугубляйте ситуацию, как сказал Марат правильно. Не берите один кредит, микрозайм, чтобы погасить предыдущий. Вот эта кабала вас точно затянет. И из этого вылезти очень-очень сложно. Но благо есть специалисты, которые могут нам помочь.